Здравствуйте, поздравляю вас с праздником. Наверное, все-таки это праздник, день окончания войны. И можно для наших телезрителей расскажете все-таки, что для вас этот день? Победа, весь, как говорится, радость большая, что победа. Как вот я ребенком по партизанам бегала. А вы вот представьте, пожалуйста, вот как ребенком по партизанам бегали? Немного расскажите. Когда война началась, я жила с отцом. Ну, нас забрали, это в Белоруссии. Нас забрали, как говорится. Я волнуюсь, конечно, извините меня. В общем, я же из Белоруссии. Сейчас ничего не помню, как и что. Только помню, вот у меня стали вот эти года воспоминания, как во сне приходить, что я делала. Я жила с отцом, мое детство. С ним хорошо я жила, и в садике. Матери у нас не было. Ну, кончила до войны я 2 класса. А как вас зовут? А? Как вас зовут? Меня зовут Августа Константиновна. Это имя, и вот война началась, я 3 класс перешла. Война началась, отца забрали, а нас в общежитии всех погрузили в эшелоны, и мы, как говорится, повезли нас, ну, эвакуировали нас. Но мы дети, как дети, через какое-то время бомбежка, и наш эшелон разбомбило. Там голова летит, там рука летит. В общем, мы с девочкой с одной убежали. Бежали, куда глаза глядят от этих взрывов. И смотрим, стоит избушка, мы туда зашли. Женщина говорит, в нашем поселке, говорит, немцы. Будете мои, у самой 3. И вот мы жили там. Потом, а мы как дети, есть как дети, бегали, немцам пакости всякие творили. Жарко, да? А нас незаметно, мы дети, есть дети. А я команду привезла. Приехали наши. А что для вас окончание войны? И, конечно, радость была, когда... В первую очередь, конечно, радость победы. Что наконец-то мы вздохнули свободно. Я родилась во время войны. Я дитя войны. Очень тяжелое детство было. Жили в землянке. Здравствуйте, дорогие мои. Какие вы все красивые. Спасибо, приятно. Рад вас всех видеть. Кто не знает, это глава Гагаринского округа. Я знаю. Да, уже много раз уже виделись, Приятно. много раз виделись, да. Знаем. Очень прямо в форме такие, супер. Вот, в отличие от всего города, мы своим маленьким коллективом гагаринским здесь все равно это дело отметим обязательно. День воинской славы, день окончания Второй мировой войны. Очень большой праздник на самом деле. Большое вам спасибо еще раз за детскую площадку от всего дома. Ну, Я прямо я даже не скипатлон там сделала, чтобы Уже отблагодарила, поклоны отбила. вот Марина Сергеевна Я идет. тоже родилась Депутаты в наши войну. тоже будут. Да, как бы сзади. Валентина второй- Алексеевна. Ага. Папа у меня погиб где-то, я и не знаю его, и не видела даже. Мама сказала, как забрали его, так и все, больше я его Здравствуйте, не Марина видела. Сергеевна. Тяжелое было, конечно, детство. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте. Мне кажется, порой, что солдат кровавый, не пришедшие мои драгоценные. Все решило вопрос с хором. Ура! Все, мои родные, возобновляем работу. ДК Гагарина. Будем хармистера найдем, аккомпаниатора найдем. Мамочки, привет, Да, здоровья она тоже большое. передавала привет. Поэтому здравствуйте. Она очень хорошая. Я могу рассказать о своем рождении. Вы дети войны Гагаринского округа. Она очень. Я родилась в 43-м году во время Не войны. отказывать в помощи никогда. Вот Мой дедушка был коммунистом партийным. Ушел в партизанский отряд. Осталась жена с 3 детьми.
И вот моя мама в данный момент была беременная на 9 месяце мною. Немцы, конечно, когда заняли село, там дом нас сожгли, и нас спрятали односельчане. Мы, вот мама и бабушка с детьми, меня еще не было тогда, вот прятали у одних, у других, у третьих. Ну, потом все равно нашелся предатель и выдал, где нас прячут. И ночью немцы сделали облаву и, короче, захватили. И решили, как показательный процесс провести. Собрали всех жителей на окраину села, привели родных моих и, значит, ну, зачитали, что вот отец коммунист, муж на фронте, брат тоже на фронте, все, и приговорили к расстрелу. И все уже, выстроились автоматчики, автоматы наставили. И вот представьте состояние моей мамы, что сама она погибнет, и ребенок не родится. И уж не знаю как. Или Боженька помог, или как. Уже вот должна была команда прозвучать «Пли», и в это время партизаны. И освободили. И мама тут же родила меня. Вот я такая счастливая, что могла не родиться, но назло всем смертям я родилась. Валентина Васильевна меня зовут, ветеран труда, ветеран авиации Якутии, дитя войны. А это где происходило? Это происходило в Ростовской области, село Николаевка. Это под Таганрогом. Может, слышали о таком городе? Вот Ростов-на-Дону, Таганрог, а это между ними вот у нас Николаевка, большое село. И вы здесь оказались в Якутии в итоге? Ну это уже потом, уже с семьей молодые вот приехали сюда, и здесь уже больше 50 лет. Здесь и дочь родила, и Якутия стала родным домом, второй родиной. Поэтому всех с праздником поздравляю, всем здоровья, здоровья и здоровья. Самое главное, берегите старое поколение. Я обращаюсь к молодежи. Нас очень мало осталось, с каждым днем все меньше и меньше и меньше. Нам очень много пришлось пережить. Детство такое, голодное, холодное. Мы вот в землянке жили, потому что дом же сожгли. Помню, босиком бегала, холодно, крысы бегают, кушать нечего. Собирали траву, корешки там какие-то. Крапиву ели. Траву-то мы всю мои Еду ели. Так что вот такое детство у нас было. Всех с праздником! А для вас окончание войны что означало? Окончание войны. Ой, ну чтоб всем счастья, здоровья, и чтоб войны это никогда не было. Чтоб наши родители или будущих наших детей, внуков, правнуков не погибали. Чтоб все жили в радости и счастье. Ну, вот для меня это, потому что у меня папа погиб. А для вас? А для меня, как дитя войны, я хочу сказать, что это самый лучший праздник. Не было бы этого праздника, у нас не было бы других праздников, такой радостной жизни, да? Только мне хотелось бы, чтобы... Я очень рада, что растет тоже хорошая молодежь. Вроде бы это просто, когда заходишь старшее поколение в автобус, молодежь встает. Я думаю, неужели мы такие старые стали? И я думаю, с такой молодежью можно и в разведку пойти, они нас не оставят. Хочу, чтобы дети наши росли счастливыми. Я тоже 45-го года. Мне даже иной раз неудобно, что я дитя войны, да? Но они были правы, что сказать, что вот дети войны, они сегодня, их совсем мало осталось. И хорошо, что правительство все-таки должно заботиться о них, о старшем поколении, старше нас, старше 40, которые родились не в 45-м, а 28 по 44 годы. Это были страшные годы войны, конечно. И они отстояли. Их помощь была очень большая. А кто может рассказать про этот сквер, где сейчас будет происходить торжественное мероприятие? Ну, мы знаем, что сквер есть, что наш руководитель нашего Совета ветеранов Иван Александрович
весной здесь ремонт проводили. Это я помню все. И очень хорошо, что есть такой сквер. А Иван Ветеранов. Александрович сейчас... Он умер 1 марта 2020 года. Очень жаль, что его нет. А понимаете, а весной он благоустраивал этот сквер. Немного о нем расскажите. Ну, я-то его знаю как нашего председателя нашего председателя Совета ветеранов Гагаринского округа. Человек очень добрый, очень ответственный. Во все мероприятия, куда мы должны... Он учил нас приходить на такие мероприятия. Он был солистом нашего ансамбля. 93 года было. Да, человеку исполнилось 93, а он был молодой душой. И вот я думаю, что благодаря таким людям, и он служил авиации Якутии много-много лет. И вот если мы смотрим на небо, летят самолеты, я всегда говорю, счастливого вам пути, куда бы вы ни полетели. И Да вы очень хоть хорошо, назовите, что назовите его фамилию, имя, отчество. Осипов Иван Александрович. Светлая память ему в сегодняшний день. Я думаю, что мы продолжим его дело. И сегодня нам сказали, что наш ансамбль будет существовать дальше. И нам надо найти такого же солиста, как он. Напоминаю старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Миноре, если оставишь живым на войне. Благодаря Ивану Александровичу здесь сквер, памятная стелла. Ты не забудь обо мне, эти тучи напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. В море, кружит и